27 июля отмечается День памяти детей жертв на Донбассе. И мы не хотим, чтобы такие даты были в нашем календаре. Дети, опаленные войной, это не дети Великой Отечественной войны, а дети Донбасса, которые знают цену жизни. Смерть родных, разрушенный дом и безысходность от осознания того, что все может оборваться в любое мгновение. Больнее всего кровопролитная ситуация на Украине ударила детей. Разделяя их боль испепеленного детства, алданские школьники постарались поддержать сверстников дружественными обращениями. А помогли им в этом сотрудники детской библиотеки в рамках информационно-патриотического марафона «Дети Донбасса». Ну, сейчас это довольно актуальная тема, так как связана с ситуацией в мире. А так это очень, как сказать, душу трогает, потому что смотрела, наблюдала за новостями, за всем этим. Это очень страшно. Но очень грустно. То, что там дети погибают, дети получают ранения, большинство остаются без семей, теряют жилье. Проведение информационно-патриотического марафона «Дети Донбасса» инициировал помощник уполномоченного по правам ребенка в Якутии по Алданскому району. Акции, направленные на поддержку детей из самых беззащитных категорий, проводятся регулярно. Это и дети, состоящие в комиссии по делам несовершеннолетних, это и дети, у которых на сегодня семья имеет минимальный прожиточный минимум, это и дети, у которых на сегодня члены семьи оказались мобилизованными. В первой викторине информационно-патриотического марафона приняли участие ребята из 5 городских школ. Это учащиеся 8 и 9 классов. Затем маршрут марафона прошел через Томот и Нижний Куранах. Основная цель этого мероприятия – это вызвать сочувствие, вызвать сопереживание, вызвать чувство патриотизма у подрастающего поколения, которое проживает здесь, в Республике Якутия, казалось бы, очень далеко, до которых, кажется, никогда это не дотянется. Наряду с пониманием того, что происходит за много тысяч километров, ребятам предстояло продемонстрировать знание прав и обязанностей гражданина России. Задания разной направленности требовали как эрудиции и кругозора, так и умения рассуждать. Мы с девочками готовились по теории, очень много вычитывали, подготовили небольшой, так скажем, номер, который был как раз запрошен, название команды и девиз, то есть, готовились активно. В ходе марафона поднимались иные, не менее важные темы. Это помощь эвакуированным жителям Украины и поддержка российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Гуманитарные грузы собираются силами трудовых коллективов и неравнодушных жителей. Проявить человечность и милосердие совсем несложно. Единственное домашнее задание было изучить материалы, которые сегодня уже есть согласно заявленной тематике, и подготовить приветственное слово всем участникам, а также детям Донбасса. В Алданском районе с подрастающим поколением ведется комплексная планомерная работа, нацеленная как на повышение грамотности и воспитание патриотизма, так и на формирование культуры и гуманности. Коллектив детской библиотеки активно присоединяется к мероприятиям, а также реализует собственные проекты, многие из которых интересны не только детям, но и взрослым. Так представители зрелых и старших поколений смогли вспомнить молодость и вновь погрузиться в детство и юность. Атмосферу прошлых лет воссоздала выставка «Мой адрес. Советский Союз». 1/3 зала посвящена, естественно, Ленину, коммунистам, Сталину, комсомолу, партийцам. И вот вторая часть, она посвящена нашему счастливому детству. Здесь представлены предметы, экспонаты, то есть как мы учились, как мы росли, чем мы пользовались. Выставка «Мой адрес. Советский Союз» была посвящена вековому юбилею страны Советов. Организатором выступило некоммерческое объединение по сохранению историко-культурного наследия социализма, образованное на базе детской библиотеки. Мы все из того детства, из того прошлого, из той счастливой, необыкновенно интересной, замечательной жизни
в период Советского Союза. И все то, что нас сегодня окружает здесь, это все сохранено нашими дедушками, бабушками, нашими родителями. Экспонаты для выставки, посвященной столетию образования Советского Союза, директор детской библиотеки и руководитель вновь образованного НКО Татьяна Ефимова собирала в течение нескольких лет. Каждый предмет с историей. Многие вещи безвозмездно передали жители района. Часть сокровищ была в прямом смысле погребена на чердаках, на дачах, в заброшенных домах и в разрушенных сараях. Началось все с чего? Началось с того, что у нас на даче от родителей вот дом остался, и получается у них там очень много старых вещей. Моя свекровь была учительницей, она около 40 лет отработала учителем начальных классов, вот, и очень много вещей, конечно, я взяла там, в том доме, где вот жили свекровь и свекор. Выставка «Мой адрес Советский Союз» включила две составляющие – игрушки и книги, школьные тетрадки и табеля успеваемости, а также гардероб. В части зала, преобразованной в детскую, имелось все, что нужно было дошколятам и школьникам. Бесценными сегодня являются подборки литературы и подшивки газет. Советский Союз был самой читающей страной. Библиотека имелась в каждом доме. Активно читали граждане и прессу. Конечно, выставка очень хорошая. Я окунулся в те годы, в которых я жил. Потому что здесь все напоминает мне об этом. Вот, потому что я жил, считайте, с 1938 года, так что я застал всю эту эпоху, да. И все, что здесь есть, вот эти книги, журналы, газеты, это все, короче, говорится, все это использовалось, и просто такое хорошее воспоминание. Впервые выставка «Мой адрес Советский Союз» открылась зимой 2020-го. За без малого 3 года она пополнилась новыми экспонатами. Кроме того, сегодня выставка включает цикл экспозиций, посвященных достижениям технического прогресса и быту советской семьи. Музей очень хороший, прекрасные экспонаты. Надо приходить, читать населению. Страны Советов нет уже более 30 лет, а предметы старины по-прежнему хранят тепло безвозвратно ушедшей поры, воссоздавая колорит тех лет. Татьяна Ивановна, надо отдать ей должное, она сделала все для того, чтобы действительно сохранить настоящую историю нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Наряду с сохранением духовно-культурного наследия коллектив детской библиотеки ведет большую работу по сохранению семейных ценностей и укреплению детско-родительских отношений. В прошлом году Алдан впервые присоединился к всероссийской акции «Библиосумерки». Мамы и папы, бабушки и дедушки с огромным удовольствием участвовали в конкурсах и мастер-классах. Издавна вообще русский народ славился своим гостеприимством, и мы тоже рады встретить всех наших гостей. В основном, конечно, у нас это детки. Мы поговорили о матрешке, поговорили о русской посуде, о самоваре. Да? Детки разгадали ребус, мы испекли блинчики. Библиосумерки стали временем волшебства, приключений и веселья. Самые маленькие гости погрузились в мир сказок. Ребята постарше с энтузиазмом осваивали разного рода мастерство. А вниманию любителей искусств юные артисты предложили концерт. Забав и развлечений хватило всем. То, что сделало Министерство культуры в лице Алданской библиотеки, ее руководителей, это что-то невероятное. Это просто... Я хожу, у меня детский восторг, радость. Это надо чаще, потому что дети вживую общаются, никаких телефонов, все руками. Подготовка к библиосумеркам началась задолго до праздника. Сотрудники библиотеки разрабатывали сценарий, продумывали тематику работы площадок и подбирали игры для гостей всех возрастов. К воплощению задумок присоединились творческие коллективы и артисты детской школы искусств. Форма очень интересная. Когда Татьяна Ивановна нам предложила, директор библиотеки, эту форму, да, мы сразу поняли, что библиосумерки – это наша форма работы, потому что именно она детская, подростковая. Вот, для библионочи, может быть, мы еще немножечко не созрели, а вот для библиосумерк в самый раз.
Премудростями в разных видах искусства с юными гостями делились настоящие мастера. Так, на мастер-классе по вязанию «Волшебная петелька» рукодельница Ольга Федорова показала ребятам, что связать и сплести можно любую идею. А в качестве доказательства представила изготовленное своими руками кресло. Под руководством учителя технологии Любови Кокшеневой ребята сделали обереги счастья. Также Любовь Евгеньевна рассказала ребятам об истории славянских кукол. Вот она называется «Девка-баба». Это девушка, она как игровая, дети играют, девушка выросла и превращается она как бы в бабу. Видите, девка-баба такая вот. Оставаясь хранительницей культурного богатства и центром просвещения, современная библиотека открывает широкие возможности для творчества и вдохновения. Библиоимидж – новый облик в новое время. Этой теме было посвящено ежегодное совещание директоров центральных и муниципальных библиотек. В 2023-м встреча впервые прошла в Алдане на базе районной библиотеки имени Некрасова. В семинаре приняли участие 33 представителя библиотек и библиотечных центров Якутии. Конечно же, это общение, в первую очередь, это опыт, это какие-то нововведения в библиотечной сфере, решение проблем коллегиально. И я думаю, что эти 2 дня, которые мы будем работать, будут довольно продуктивными. В результате модернизации библиотечных ресурсов сегодня Алданская Некрасовка полностью отвечает требованиям информационного общества и соответствует запросам всех пользователей. Открытие семинара предварила экскурсия. Гости побывали на абонементе в читальном зале и в отделе комплектования, а также ознакомились с залом виртуальной реальности и звукозаписывающей студией. Я тут была на республиканском семинаре в 2008 или 2007 году, с тех пор, как «Небо и земля». И тогда была очень хорошая передовая библиотека, а сейчас вообще слов нету. Вот федеральная программа «Культура» – это что-то такое. Современное такое органичное, многофункциональное пространство, которое здесь организовано, оно у нас уже в библиотечном сообществе активно и обсуждается, и поэтому сегодняшний приезд, он очень долгожданный и произошел по инициативе руководителей библиотек республики, чтобы посмотреть. Современная библиотека охватывает все информационные площадки. Она ориентирована прежде всего на интересы читателя и пользователя. В продвижении литературы и популяризации чтения сегодня широко используется интернет-пространство. Для устойчивого развития региона инновационная деятельность библиотек представляет мощный интеллектуальный ресурс. Библиотека проделала долгий путь, вообще как зарождалась от изб читален. Сейчас это такое пространство для общения, для получения новых информации, для получения информации из разных источников, не только из книг, но в том числе и из аудио, видеоматериалов. Это вот такое пространство, открытое для каждого. Семинар проходил в течение 2 дней. Гости обсудили стратегии развития библиотечного дела, ознакомились с интерактивными практиками, поделились с коллегами планами, рассказав о творческих проектах и используемых методиках. Пожалуй, для каждого участника встречи наиболее ценным стал приобретенный опыт, который позволит более активно внедрять в практику инновации и придаст новый импульс к дальнейшему развитию. А библиотека сегодня становится неформальной площадкой, как для уединения с книгой, так и для дискуссий различного характера.